Рэй Вилледж, добрый день! Сегодня заключительная игра 1/4 финала. На все наши игры приходит много интересных экспертов. Какую обратную связь они дают вам? Ну, обратную связь я чувствую уже в процессе игры, как они эмоционально реагируют, как они оценивают, как задают вопрос. Я очень надеюсь, что эксперты также получают удовольствие от игры, так же, как и ребята. Исармесес, хорматле дуслар, добрый день, дорогие мои телезрители, знатоки и любители истории. В эфире ваш любимый конкурс, историко-культурный конкурс, организованный Министерством культуры Республики Татарстан. У нас сегодня особый день, последняя 4-я игра 1/4 финала. Победители 1/4 финала выйдут в 1/2, и затем самые лучшие выйдут уже в финал, на котором будут определяться победители этого конкурса, которые станут студентами Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Пора встречать наших участников. Я с удовольствием приглашаю Артур Сайфудинов, город Казань, Наиля Гарипова, город Альметьевск, Хайдар Хайрудинов, город Казань, Айгуль Хайрединова, Сабинский район, Диляра Сайфина, город Казань, Диана Хайдарова, Ютазинский район. Как доехали? Как настроение? Готовы к игре? Готовы к битве? Это радует. К нашей битве готово и жюри, который я с удовольствием и представляю. Айрат Халич Тохватуль не надо представлять. У нас постоянный член жюри. Вы его помните, да? Доцент, кандидат исторических наук, Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Впервые у нас сегодня принимает участие Светлана Зуфаровна Гилязиева, начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры Республики Татарстан. И также впервые у нас Айдар Рашитович Ахмадеев, заведующий филиалом Национального музея Республики Татарстан, музея Салиха Сайдашева. Так, вы готовы к игре? Конечно. Не слышу? Да. Вот это другое дело. У нас в этом году год... Чего объявлен, ребята, по России? Год народов России. Единство народов России. Вот с вашей точки зрения, какое событие являлись и является судьбоносными в истории нашего с вами Отечества? Я думаю, что победа в Великой Отечественной войне очень сплотила Россию, очень сплотила все народы, когда все работали на благо, на победу. Я считаю, что одним из главных объединяющим процессом татар послужила эпоха джадидизма. Это конец 19-го, начало 20 века. Я согласна с участниками телепроекта «Тархан». И Великая Отечественная война, и джадидизм сыграли большую роль в становлении нашего народа единым. Отлично. Итак, вот тема 1/4 финала – это политика, экономика, культура Татарстана с 1917 по 2000 год. Это в основном советский период. Итак, у вас планшеты, на которых появляются вопросы с 4 вариантами ответов. Ваша задача выбрать правильный ответ. Вы набираете при правильном ответе 3 балла. Тот, кто нажимает первым отвечает правильно на вопрос, получает дополнительный бонусный балл. Так, условия понятны? Да. Условия понятны. Поехали. Итак, вопрос номер 1. Как называлось антисоветское правительство, воинские формирования которого заняли Казань летом 1918 года? Комуч, Поволжская республика, правительство спасения отчизны, Уфимская директория. Так, очень быстро. Первым у нас Айгуль ответила. Айгуль, какой вариант ответа ты выбрала? Я выбрала первый вариант ответа. Ну, потому что я активно читала именно этот период. И среди всех представленных 4 вариантов ответа именно Комуч я видела чаще всего. Все остальные я просто не видела. Хорошо. У нас Хайдар немножко задумался. Хайдар, в чем причина твоих размышлений? Также просто перебрал мысли в голове, вспоминал. Так, и что ты вспомнил? Ну, как раз название Комуч. Да, в августе 1918 года город Казань была взята формированиями Комуча или Комитета учредительного собрания.
И правильно у нас ответили большинство из вас. Наиля, Хайдар, Айгуль, Диляра, Диана. Вопрос номер 2. Первым руководителем Совета народных комиссаров Татарской АССР был Мансуров, Мухтаров, Саид Галеев, Султан Галеев. У нас первым, я смотрю, Наиля ответила, да? Наиля, какой вариант ответа ты выбрала? Третий. Когда услышала вопрос, почему-то именно эта фамилия в голове прозвучала. Так, Артур, какой вариант ответа выбрал? 4. Когда я читал учебник, как раз-таки я запомнил, что один из сподвижников Сталина, нарком национальности, был человек с двойной фамилией, у него вторая часть это что-то либо Галеев, либо Галиев, и я почему-то решил, что это Султан Галиев. Ага, но обрати внимание, у Саид Галеева тоже двойная фамилия, нет? Первым руководителем Совнаркома Татарской автономной республики был Сахиб Гирей Саид Галиев. Ответ третий верный. Ну и правильно у нас ответили Наиля, Хайдар, Айгуль и Диана. Так, переходим к вопросу номер 3. Кто из воинов татар участвовал в водружении Знамени Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 года? Алимов, Гениатуллин, Загидуллин, Загитов. Так, Хайдар, какой ответ ты дал? Выбрал 4-й вариант ответа, что первое в голову пришло. Артур, какой вариант ответа выбрал? Тоже 4. Я что-то слышал из похожих фамилий, когда как раз-таки изучал этот период нашей истории. Мне показалось, что как раз-таки Загитов может подойти к данному вопросу. Ну, то есть у тебя все-таки в памяти осталась эта фамилия, да? Так получается? Да. Именно Гази Загитов один из первых поднял Красное Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. И я хотела бы добавить, что в этом году, в год, объявленный в Татарстане годом воинской и трудовой доблести, мы с особым трепетом чтим память о наших героях, которые стали символом несгибаемого духа народа. Правильно ответили у нас Артур, Наиля, Хайдар, Айгуль, Диляра. Вопрос номер 4. В каком году в Казани было начато строительство завода «Оргсинтез»? Варианты: 1929, 1936, 1959, 1966. Я не знаю, как это комментировать. Долго думала у нас Диляра. Ты какой вариант выбрала? Я точно не знала, я сомневалась, и поэтому ответила 2. Ну и, наконец, Наиля. Я выбрала 2-й вариант ответа. Ну, я сомневалась, поэтому по интуиции сомневалась выбрала. между какими вариантами? Я помню, что вроде как в конце была 6, и между 2-м и 4-м. Понятно, понятно. Да, строительство завода «Оргсинтез» начался в 1959 году. Этот вопрос был на точное знание в этот раз. Ну, к сожалению, ребят, так бывает, из вас никто правильно не ответил. Но я так думаю, что последний вопрос, он достаточно простой, вы все ответите правильно. Итак, вопрос номер 5. В каком году состоялся первый Всемирный конгресс татар? Варианты ответов: 1988, 1992, 1996 и 2000 год. У нас первым очень быстро ответила Диана. Диана, какой вариант ответа ты выбрала? Я выбрала 3, 1996, но я еще думала между 1992, потому что мне кажется, что это было приблизительно в этот период. Угу. Понятно. Ну и, наконец, Айгуль, какой вариант ответа выбрала? Честно, я не особое внимание акцентировала, когда читала об этом, поэтому наугад выбрала 2-й вариант ответа. Первый Всемирный конгресс татар состоялся в 1992 году. Да. Правильно ответили Артур, Наиля, Хайдар, Айгуль, Диляра. Да, на самом деле это был разогрев. Айгуль 14 баллов, Наиля 13 баллов, Хайдар 12 баллов, Диляра 9, Артур 7, Диана 6. Следующая викторина
Условия тоже вам известны. На экране появляется у нас категории вопросов. Политика, экономика, история и культура. В каждой категории 3 уровня сложности. Право выбора у нас за Айгуль. Айгуль, какую категорию вопросов ты выбираешь? Культуру за 7. В советские годы Казанское знаменитое бюро конструкторское «Прометей» стало пионером в области светомузыки и кинетического искусства. Назовите имя его бессменного руководителя. Так, похоже, что ребят никто не знает. А может, какой-нибудь наводящий вопрос зададите? Ну, в каком вузе находился это бюро? Не знаете? В Казанском государственном университете. Еще варианты? КАИ. Да, верно, в КАИ. Руководителем конструкторского бюро «Прометей» был Булат Махмудович Галеев. Более 30 лет он возглавлял. Так, ну что, поехали дальше. У нас право остается за Айгуль. История за 5. Как в конце 1920-х, начале 1930-х годов назывался процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в артели, коммуны, товарищества и т.д. и т.п. Как этот процесс назывался? Пожалуйста. Я думаю, что это коллективизация. Это процесс, запущенный советской властью, когда единоличные крестьянские хозяйства объединяли вообще в организации, артели, коммуны, объединить их участки земли в один большой и пахать его всем вместе. Да, абсолютно верно. Это, конечно же, коллективизация. У нас Артур получает 5 баллов. Дальше поехали. Артур, выбирай категорию. Давайте история 7. В каком году был заключен договор о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан, закрепивший особые экономические и политические права республики в составе России? Так, у нас первым это Хайдар нажал. Пожалуйста. Насколько я помню, 93-й это год был. 93-й. Еще какие варианты? 94-й. 94-й год. Еще какой вариант? 90-й год Ментимером Шаймиевым. 90-й год. Смотрите, коллеги, разные мнения. Мы должны знать все-таки, в каком году это произошло. Это произошло в 1994 году. 7 баллов получает Айгуль, потому что ответила правильно. Айгуль, с тобой право выбора. Политика за 5. Как называлась политика 1920-х годов, которая была направлена на преодоление культурной отсталости населения в Советской России? Артур. Это, конечно, ликбез, ликвидация безграмотности. Есть другие варианты ответов, ребят? Нет. Нет. Пожалуйста. Ответ абсолютно верный. Это действительно политика ликвидации безграмотности. По моему мнению, вот эта политика, проводившаяся в 20-х, начале 30-х годов, является продолжением дальнейшего народного просвещения, в ходе которого было достигнуто практически 100% грамотность в стране. Ответ правильный. Артур получает 5 баллов. Артур, выбирай. История за 9. Кто первым из татарстанцев в 1957 году был награжден званием Героя социалистического труда? Великий ученый, величайший ученый. Так, Диляра. Арбузов. Арбузов. Как его звали, не помнишь? Ребят, кто помнит, как его звали? Александр. Александр Арбузов. Ну, про Арбузова что-нибудь давайте расскажите-ка мне. Он известный химик. Он в годы войны или немножко до войны разработал химический состав аспирина. Интересный факт. Есть комментарии? Ну, первым из татарстанцев в 1957 году званием Героя социалистического труда был награжден Александр Ерменингельдович Арбузов. И у нас Диляра получает 9 баллов. Так, ну что, подводим итоги уже и первого, и второго тура. У нас определились явные уже лидеры. Это Айгуль, 21 балл. Диляра, 18 баллов. Артур, 17 баллов. Наиля немножко отстала, 13 баллов. Хайдар, 12. Диана пока 6. Следующий тур очень непростой. В этом году
Научная общественность нашей республики будет праздновать еще один большой юбилей. Какой? Карл У Фукс. Карла Фукса. Правильно, Карл Фукс. Сколько ему лет? 250. И вопросы нашего последнего тура составлены как раз по книге Карла Фукса. Значит, у нас с вами на экране 6 табличек с вопросами по книге. Ваша задача выбрать номер таблички, а наши члены жюри зачитают вопрос, на который вы затем будете отвечать. Так, ну что, Айгуль, какой номер вопроса выбираешь? Я выберу цифру 3. Сколько блюд насчитал Карл Фукс на блистательном перу предсвадебного ужина у татар? И какие? Но он насчитывал огромное количество блюд, такие как ащпашмаки, габадье, мясо лошади, Так. ну и так далее, другие. А сколько блюд не помнишь? Он в одном месте там написал. Там просто он был в шоке. По-моему, 9. По-твоему, 9. Ребят, какие еще варианты есть? Или 15, или 18. А какие блюда еще? Вот у Я нас- могу а? добавить, ну, это, скорее всего, это суп такмаш или лапша. Также я думаю, что это зур-балеш или балеш. Это пирог из мяса обычно гуся или утки в то время с картофелем и либо крупой. Невозможно каймак. Ну, ответ прозвучал. Эрат Халич. Ну, всего он упоминает 18 блюд и пирожных до 8 блюд. В принципе, Представляете? правильный ответ тут был сегодня. 18 блюд и плюс еще 8 пирожных. Дальше идем. Диляра. 6-й вопрос. По словам Карла Фукса, в татарских училищах рядом с местом учителя располагался чеботарный прибор. Каково было его предназначение? Он был предназначен для того, чтобы туда класть обувь всех шакиртов, которые учились в этих училищах, и также обувь муллы, А шахирды это кто? учащиеся в татарских училищах медресе. Да. Как называли преподавателя, не помнишь? Хальфе. А еще как? Магалим, наверное, да? Так, ну ладно, ответ получим, пожалуйста. Насколько правильный ответ? Над местом учителем занимаемым на прибитых к стене полках кладутся нужные для учения книги. Тут же часто можно видеть и чеботарный прибор. Учитель учит чинить сапоги как себе, так и ученикам своим, пишет Карл Фукс. Да, вот это очень ценное высказывание. То есть вот те же мугалимы, они не просто учили шакирдов тем или иным предметам, да, религиозным, светским, но они по ходу обучения этим предметам ребят учили и практическим навыкам. Дальше идем. Артур. Я выбираю вопрос номер 2. Какие семейные обычаи казанских татар описывает Карл Фукс? Семейный обычай — это собираться, во-первых, по праздникам и, то есть после посевной. Также семейные обычаи — это именно речение как семейный обычай, потому что это очень такой сакральный обряд, когда приходит мулла на 3-й день после рождения ребенка, читает молитву и шепчет ему на ухо имя. И это к нему очень строго относились. Обряд похорон вряд ли является семейным обычаем. Ну, мне кажется, достаточно, да? Насколько, как ответ? Полный, неполный? Карл Фукс описывает свадебные обычаи и обряды казанских татар, такие как обряд именоречения при рождении ребенка. И я хотела от себя добавить, мне понравилось, что на свадебном пиру не разделялись богатые на бедных. Бедные женщины брали наряды у богатых женщин, делились, и таким образом вместе праздновали такой семейный праздник свадебный. Так, ну что, ответ получен. Сейчас Наиля. Наиля, пожалуйста. Номер 4. Как проходило рукопожатие у татар разного возраста? Рукопожатие происходило от старшего к младшим. И также, если те, кто были выше по чину, их приветствовали первее, чем те, кто находились ниже. Татары, получается, протягивали руку, допустим, мулле, и вот между рук. Понятно. Ну, смысл понятен ответа, да? То есть он протягивал руку, и, как ты говоришь, мулла обеими руками с ним здоровался. Я правильно понял? Да. Пожалуйста, комментарий, ответ был дан. Можно добавлю еще? Еще, пожалуйста. Рукопожатие руки между рук — это, так скажем, символ того, что у тебя нет к другому человеку никаких злых вещей. То есть ты показываешь полное ему свое доверие. Так, ключевое слово здесь доверие, правда ведь? Да. Ну, пожалуйста, какой правильный ответ? Да, все ребята совершенно правы.
все варианты ответов были верны. Хорошо. Так, Хайдар, выбирай. Первый пусть будет. Как Карл Фукс описывает значение грамотности среди казанских татар? Ну, в религиозном плане это как бы очень сильно нужно было, чтобы читать священные писания. Грамотность среди татар, она очень почиталась. Можно добавить? Да, пожалуйста. Татары презирали тех, кто не умел читать и писать. Также Карл Фукс выделял, что именно казанские татары были более образованными, более грамотными, даже по сравнению с европейскими населениями, народами. Да, он это писал, это тоже правда. Пожалуйста, подводим итоги. Ну, дадим слово самому Карлу Фуксу. Он писал: «Татарин, не умеющий читать и писать, презирается своими земляками и как гражданин не пользуется уважением других. Женский пол у казанских татар получает равным образом известную степень образования, и между татарами мало найдется таких, кои бы не умели надлежащим образом читать и писать». По-моему, все приняли участие, скажем так, в дискуссии. Ну и, наконец, Диана, последний вопрос у тебя остался. Номер 5, я смотрю. Какие деревья татары высаживали на могилах? Могу предположить, что березы, потому что они считалось, что березы растят только на могиле тех, кто никогда за свою жизнь не врал. Комментарий есть к ответу? Они ставят кругом могилы род домика из нескольких бревен, в котором садят несколько берез. Ответ принимается. Так, ну что, коллеги, вы готовы? Я называю имя наших участников. Вы по пятибалльной системе даете оценку. Итак, Айгуль. 5, 5, 4. Очень достойно. Так, Диляра. 5, 5, 5. Максимальное количество баллов. Артур. 5, 5, 4. Наиля. 4, 5, 5. Хайдар. 5, 5, 4. Диана. 5, 4, 5. Так, ну что, подводим итоги. Диана, 20 баллов. Хайдар, 26 баллов. Очень ровные баллы. Наиля, 27 баллов. Ну, к сожалению, условия нашей игры таковы, что пока в этом году мы в полуфинал не проходим. Но на будущий год я вас всех жду здесь. Договорились? Вы получаете подарки от Министерства культуры, которые оно любезно предоставило. Также подарки у нас получает Артур, 31 балл, Диляра, 33 балла, Айгуль, 35 баллов. Я вас поздравляю, вы проходите по условиям нашего конкурса в следующий тур, то есть в полуфинал. И в знак прохождения, как бы допуска к полуфиналу, вы получаете уже пайзу. Первая у вас была деревянная, сегодня вы получаете серебряную. И, конечно, я очень надеюсь, что вы получите и золотую пайзу, которая позволит вам пройти уже в финал. На следующей неделе тоже будет очень интересно, дорогие телезрители, не пропустите. До свидания. Мне очень понравилась атмосфера, люди, которые были в моей команде, и ведущий. Вот решил себя в новом попробовать. Хочу найти себя, свое призвание. Я очень рада, что приняла участие. И думаю, что в следующем году попробую свои силы снова.